Еще раз доброе утро всем, кто встречает этот день вместе с национальной телерадиокомпанией. Мы продолжаем наш эфир, и это утро вместе с нами встречает актриса и ассистент режиссера Дугурхан Хаутиева, а также молодые актеры Амин Тутаев и Магомед Тангиев. Доброе утро. Доброе утро. Так, вообще, недавно вы вернулись с театрального форума с таким интересным названием «Рабочая площадка». Расскажите, пожалуйста, чем вы там занимались, сколько дней провели и как вас встретили? Ну, нас пригласили на театральный форум, да, он называется «Рабочая лошадка». Есть и фестиваль «Рабочая лошадка», тоже проходит он в Набережных Челнах. И этот форум театрально-образовательный тоже проходил в Набережных Челнах. Ну, мы там провели 8 дней. Вот. И за эти 8 дней это был образовательный проект. Молодые актеры, они занимались в секции для актеров-кукловодов. Была режиссерская секция, секция маркетинга, секция руководителей театров. Вот, несколько секций были. Вот, и, ну, очень интересная программа была, честно говоря. Но вот я была на секции режиссера, хотя, ну, я актриса, ассистент режиссера в театре. Но вот Виктор Леонидович Шрайман, он российский, израильский режиссер, педагог, театральный критик, ну, в общем, номинант «Золотой маски» фестиваля международного. Вот это, вы знаете, это даже льстит, что именно он вел у нас вот эту секцию. И, ну, рассказывал такие интересные истории свои из жизни, когда он встречался с выдающимися режиссерами. И какой опыт от каждого режиссера он перенял этот опыт, и сегодня он является одним из лучших режиссеров вот именно в театре кукол и драмы. Вот. Ну, драма имеется в виду для молодежи. Вот. И я, например, узнала, ну, я задавала ему вопросы, он нам задавал вопросы, мы, конечно, отвечали, но в нашей секции нас было 10 человек, режиссеров, были и профессиональные режиссеры, ну, молодые режиссеры. Ну, вот так как я не молодой режиссер, но мне все-таки было интересно. Вот эти азы истории режиссерской, зачем берется пьеса в репертуар, какая главная задача, какой событийный ряд. Вот я вот сейчас, наверное, вы знаете, вот как любая режиссерская работа, я ее буду просматривать. Вот правильно ли режиссер выставляет данную работу актерам. И самое главное, вы знаете, я вас перебью, самое главное, что он сказал, и самое ценное, он сказал, никогда не надо кричать на актеров и обижать актеров во время работы. Мне кажется, это самая главная задача. И Лейла Гирихановна нам говорит, ну все, Азамат Суроев был со мной на режиссерской секции. Вот, говорит, Дугурхан и Азамат говорят, что актеру обижать нельзя. Нет. И кричать режиссер не должен. Вообще, эта фраза относится ко всем творческим людям, я бы сказала. Я тоже это запомню. Да, запомню. И буду предъявлять режиссерской группе. Да. Хорошо, но, как вы уже сказали, вы актриса. Не интересовала вас и сцена речи, что там уже преподавали? Вы знаете, у нас вот брейк кофе был между нашими секциями, и в это время нам давалось 30 минут там попить кофе, чай, там немного расслабиться, ну, поговорить между собой. Но я бежала к ним, к ребятам. И в этот момент я подумала, ой, зачем я пошла на режиссерскую секцию, когда вот так интересно было, так это было здорово. Ребята все, вы представляете, 50 актеров, почти со всей России, 50 актеров, они занимались куклами. То есть эти перчаточные куклы, как они взаимодействуют, как они работают, какой характер ты придаешь, какой ты образ придаешь, задают тебе задачу, сколько ты вкладываешь тепло в эту маленькую куклу и характер придаешь. И, конечно, сценическая речь. Это было вообще, настолько это было интересно. И когда ты
работаешь этими скороговорками, заодно ты взаимодействуешь неживым предметом, оживляешь его и начинаешь этим предметом работать. Будь это шарик какой-то, мяч теннисный, бутылки, наполненные водой. То есть ребята все время были в движении и не забывали поставленную речь, правильно выговаривать эти слова, четко выговаривать окончание. А у нас у актеров, не хочу никого обидеть, и певцов, и актеров, есть такая не изюминка, а вот такой вот недостаток. Мы не договариваем конечный текст, то есть слово, которое, например, взять. Мы же не точно ложить, когда в песне это или когда это в тексте, в спектакле. А тут ребята, вот представляете, 50 человек. Это было так интересно. Ну, ребята работали, они, наверное, более так интересно расскажут. Да. Но вообще поехало 12 человек, 12 сертификатов вернулось. Да, вернулось. Да, 12. Да, и меня интересует, почему ребята, вообще, как так случилось, что вы попали в театр юного зрителя, и почему именно вам интересно заниматься этим, кукловодом быть? Изначально я просто пришел с классом посмотреть одну постановку «Гроза». Ну, мы там сидели, смотрели, и по окончанию спектакля к нам подошла заведующая труппа и предложила нескольким пацанам, ну, не хотите ли поработать. Я сначала отказался, не мое это было, я тогда еще учился на очном отделении, и потом посоветовался с родными там. Угу. Не знаю, как-то. Ну, сейчас полюбили это дело? Конечно. Не жалеешь, Магомед? Нет. Мы еще посмотрим через 5 лет. Ну, как вы думаете, Дугурхан, останутся ребята, свяжут свою жизнь? Нет, вы знаете, вот на этих ребят, у нас еще девочки молодые пришли в театр, на них у нас очень большая, как говорят, ставка с министром культуры Зейтовым Тамерланом. Мы обговаривали, и директор наш Муса Магомед Гиреевич, обговаривали поступление в институт в Грузии, в Тбилиси. Грузия нас поддержала, но вот все связано как-то с финансовыми делами. Все сходится к этому, да. Да. Вы знаете, мы же все закончили, практически театр кукол закончил Ярославский театральный институт имени Федора Волкова. Вот, кукольное отделение, это очень сильное кукольное отделение было, но в этом году они не принимают. То есть получилось так, что все перешли из бюджета на коммерческие, и в этом году не принимают они кукловода. Ну ничего, практика, мне кажется, дает многое. Ну, мы тоже работали в театре, потом поступали, потом перешли на заочно, потом так работали. В общем, мне кажется, еще будут. Мне кажется, им с нами поработать и не мешает. Но Амин, я знаю, еще работает в музее. А что больше тебе нравится и вообще, как ты попал в ТЮЗ? Ну, как вы и сказали, я изначально работал в музее в Башне Согласия здесь, в Магасе. Там встретил Адама Итазова, который также актером в театре юного зрителя работает. Он порекомендовал мне пойти на пробы, так как был набор молодых актеров. Ну, так сложилось, что я пошел. У меня был заученный уже любимый стих Маяковского «Письмо Лилечки», который я просто во время прогулки оттачивал бесконечно. И он мне, в принципе, пригодился. Прошли такие импровизированные пробы. Да, и, в принципе, так все само завертелось. То есть какой-то определенной цели попасть в театр не было, но все пошло к тому, что я туда попал, и я этим доволен, потому что коллектив потрясающий, сам театр интересный, работа прекрасная. То есть минусов практически нет. Практически. Когда просматривали Амина, я ему задала один единственный вопрос. Я сказала, зачем тебе это надо? У тебя фактура красивая, речь хорошая, голос приятный. Ну, в драму надо идти. Он сказал, нет, мне нравится. Я, говорит, посмотрел на вас, на всех, говорит, пришел на пробу. И, говорит, мне кажется, это мой родной коллектив. И с этого дня он, года два уже, да? Действительно дружный. Несмотря на то, что ребята молодые, они уже в спектакле участвуют, как я поняла, да, водят куклы? Да. Хорошо. Какой спектакль вы ставили последний раз? Вот о нем. Вот недавний спектакль «В седой древности» по пьесе Бориса Шадыжева. Про двух парней, ребят, которые попали в прошлое, в ту самую седую древность, познакомились со своими предками и участвовали в некоторых событиях, которые происходили на тот период.
В целом такая направленная на детскую аудиторию пьеса, спектакль, поучительная, познавательная именно для детей, для определенной какой куклой аудитории. вы водили? Тростевые куклы. У нас обоих тростевые куклы, но в целом весь спектакль из них и Герои состоит. В ваши. целом, да. Герои у меня Артах, главный злодей спектакля, так сказать, и главный герой спектакля Алайк Да. у Магомеда, да. Ну, как я поняла, изначально это не было пьесы, это была повесть Да. или рассказ, как сказать. И он писал про род Шадыжева, вот это вот 10-20 поколение. И вот как эти ребята попадают и знакомятся со своими предками, которые жили, такие же ребята молодые. Очень интересный спектакль получился. Как говорит Амин, очень познавательный, хороший, и чтобы дети наши знали историю нашу. Да, согласна. А если говорить уже, возвращаюсь снова к форуму «Рабочая лошадка», что вы получили от этой всей программы? Вот, что вы принесли с собой в ТЮЗ, так скажем? На самом деле, в первую очередь, опыт, потому что педагог Куриленко Эльмира Ростиславовна, она, как бы сказать, очень профессионально подходила к своему делу. То есть практически 2 дня, пара дней занятий с ней, и уже чувствовалось, что есть какое-то движение, потому что малейшие движения, малейшие замечания, которые она делала, это уже остается. А в целом люди, которые присутствовали на форуме, это были выпускники, студенты, которые уже долгое время, длительное время существуют в сфере театра, театральной деятельности в целом. И у них был опыт, они гораздо лучше меня во всем этом. И я наблюдаю за ними со стороны, как они все это делают, и думаю, нет, я даже выходить не буду, потому что это стыдно для меня. Но в итоге просто ждал, пока несколько человек покажут, собирался силами, выходил, показывал, и чаще всего большее количество замечаний было именно мне, опять-таки, из-за того, что у меня нет такого опыта. В целом, вот благодаря этому, то есть она акцентировала внимание на мне, понимая, что я слабее остальных в этом деле. И даже это проявление профессионализма с ее стороны. То есть все было очень даже хорошо и помогло в целом именно раскрепоститься. Выдал хороший монолог с куклой, очень интересный монолог. А Магомед, а что запомнилось тебе? Если честно, я больше любил занятия по сценной речи, где учитель был Богданова Виктория Сергеевна, доцент кафедры Государственного Новосибирского университета кукол, большой профессионал своего дела, очень тщательно рассказывала, объясняла все. Как говорится, за 5 дней особо ничего не намучишься, но все же какой-то опыт есть все-таки. Вот согласна, за 5 дней, да, нельзя все вот так вот взять, но по приезду домой вы будете каждый день заниматься речью, ставить то, что вам уже там объясняли? Нет, вы знаете, сейчас политика театра совершенно изменилась после образовательного проекта. Там же была секция маркетинга и руководителей. Вот на маркетинге у нас был Хадашев Дауд Русланович. Он закончил Академию при президенте России, как раз-таки по профилю госслужбы и маркетинг. Это вот его профессиональная работа в театре. Но вы знаете, совершенно изменилась политика театра, изменилось направление театра, потому что там узнали очень многое, потому что слово «продавать спектакль» – это очень культурное, хорошее слово. То есть ты, если занимаешься маркетингом, это в сфере продажи, ты должен продавать спектакль. То есть спектакль должен быть профессионально, хорошо поставленным, творческим, и ты имеешь право заниматься этим маркетингом и продавать свой товар, как говорится, вот свой спектакль. Поэтому, вы знаете, государственная политика, культура политики, она должна измениться. Вот с этого проекта мы узнали, с этого образовательного проекта, что вообще в целом и в Министерстве культуры, и в театре, и везде должна измениться эта политика. Если культурная политика у нас не изменится, значит продвижение, то есть роста нет. Мы же находимся, мы не утопаем, но находимся в хорошем состоянии. А они говорят, надо изменить, даже начиная с сайта. Надо менять все, потому что многое изменилось уже, многое уже не так.
Например, мы возим спектакли, да, «Тростевые куклы» у нас, за что нас благодарят очень. Это единственный театр, даже я могу сказать, в России, я не знаю, там может раз-два, но единственный театр в России, который работает тростевыми куклами. А тростевые куклы, это считается самыми тяжелыми куклами вождения. То есть есть там планшетные, петрушечные, а тростевые считаются самыми тяжелыми куклами. То есть нас всегда благодарят за это. Даже Шрайман Виктор Львович сказал: ну, ребят, спасибо, вы молодцы. Поэтому я вот почему я была на режиссерской секции, я говорю, вот мне бы хотелось бы поставить там спектакль, чтобы он был легкий, чтобы он был, можно было просто его вывозить на фестиваль, чтобы показать. Вот это все меняется сейчас. Вот эта вот грузность, вот эта тяжелость, вот эта ширма, вот это вот... Да, мы не будем отходить от ширмы, но вот эта вся политика в театре, да, Лейла говорила с директором театра, обсуждали с замами, которые занимаются продажей билетов. Все будет меняться и в лучшую сторону. Да, но все равно, мне кажется, понятное дело, что успех очередной постановки зависит от того, насколько удачно пропиарят все это, да. Чем больше людей знает, тем лучше. Но разве наш ТЮЗ нуждается вот в этом пиаре, так скажем? Вы знаете, да, нуждается. Знаете почему? Потому что они говорят, вот человек, который продает спектакль, он говорит, сейчас, он говорит, должен заходить в классы, разговаривать с детьми, общаться с учителями, с организаторами, то есть предоставлять свою продукцию. Да, вот сейчас изменилось это. Почему я говорю, вот концепция театрального развития вообще в России, она изменилась. То есть они предлагают такой ход. Но у нас что? Какая проблема у ТЮЗа? Я сейчас скажу. Все театры, которые находятся здесь, сейчас это молодежный театр БЭРТ был, который сейчас молодежный театр, драматический национальный театр, русско-музыкальный театр и филармония подключились к детям. Понимаете? Все театры начали работать. Это Лейла Герихановна и озвучивала на этом проекте. Она говорила, что вот все театры начали работать для детей, даже филармония, понимаете, начала работать для детей. То есть дети – это наш зритель. Поэтому, когда у тебя забирают часть зрителя, когда у нас идет воспитание подрастающего поколения, а мы не можем это делать, потому что филармония решила там показать концерт, слава богу, ради бога, это ничего страшного в этом нет. Но зрителя у нас нет. Когда мы приезжаем в школу или когда у нас стационар, они говорят, что вот мы были там, или драматический театр. То есть специфика работы, она должна измениться. Если это национальный театр, да, у нас очень хороший национальный театр, прекрасные спектакли. То есть они для взрослого населения должны работать. Русско-музыкальный драматический театр, они тоже для взрослого населения. Но, конечно, в репертуаре должны быть спектакли для молодежи, естественно, для детей. Но при этом работать в своей нише. Да. А когда у нас забирают зрителей, мы, соответственно, и план у нас, понимаете, вот и это обсуждали, что плана нет. Но у нас же маленькая республика. Да, но все равно радует, что вот молодое поколение тянется в ТЮЗ уже для работы. Да. Ну и сейчас снова хочу обратиться к нашим ребятам. Как вы уже сказали, Дина, мы работаем с тростевыми куклами, да, и это тяжело. Да, это вот как тяжелая форма, самая тяжелая форма кукол. Ну, до репетиции нас, вот Дугурхан Герихановна, там, Азамат Хусенович, занимаются нами периодически, там, подсказывают что-то, если так мы не сделали. Текст, если честно, заучивается сам по себе, не знаю, как вот ходишь, репетируешь там во время спектакля, текст сам заучивается. У меня вообще не было проблем. Вот отыграл в 2 спектаклях. Правильно. Сразу запоминал текст. Актеры так и учат. Актеры никогда, хороший профессиональный, он уже, видишь, профессиональный. Хороший профессиональный актер не сидит и не заучивает текст. В ходе работы ты заучиваешь. Даже вы знаете, как восприятие бывает, не знаю, как у ребят это, когда ты держишь куклу и ты работаешь, ты даже видишь все буквы и в какой они расположены. Ты заучиваешь текст так. В ходе репетиции заучивается текст профессиональными актерами. Молодец, Магомед. Как вы укрепляете свою память. Молодец, Магомед. Да.
А вы можете подтвердить, да, эту байку, что вот если каждый день учить какой-то текст или стихотворение, что память укрепляется? Это правда? Ну, Уже вы знаете, работа. да, я не знаю, такой пример, когда мы молимся тоже, Да. вы знаете, вот это вот, когда мы молимся, даже уже подтвердили даже да, такие научные доктора даже говорят, вот при молитве там у тебя все срабатывается, и ты начинаешь лучше говорить. Ну, это да, когда ты не заучиваешь текст, когда ты профессионально подходишь к своей работе, когда ты думаешь, что говоришь. Вообще и человек, и актер в первую очередь, он должен думать, что же я буду говорить сейчас последующее, что же у меня будет. Поэтому халтурить нам же нельзя. Понимаете, когда мы что-то или отсебятиной, например, я этому режиссеру Шрайману задавала вопрос. А вот есть режиссеры, я говорю, которые говорят, что ну вот, отходить от текста не разрешают. Я говорю, не имею в виду классиков. Вообще вот бывает такая вот простая сказка, ты там работаешь. Вот. Нет, он говорит, нельзя. Как автор написал, так и надо говорить. А если, говорит, это классическая работа, зарубежная классика, русская классика, это грех, он говорит, отсебятиной заниматься. Поэтому, когда, вы знаете, как заметно это бывает? Когда актер сказал не то слово, не то произношение, которое написал автор. То А есть маленький зритель, как вы он думаете, знает понимает? сейчас все. Меня пригласили в секцию маркетинга, и они спрашивали про наш театр. Там несколько человек сидели, я должна была рассказать про наш театр. И они говорят, какой у вас зритель? Я говорю, ну какой у вас зритель? Вы думаете, говорю, у нас зритель такой, русского языка не знают наши дети. Они не понимают, о чем спектакль, или обычаи, традиции не знают. Я говорю, вы глубоко ошибаетесь. Я говорю, у нас зритель, я говорю, очень начитанный, чистенький, хорошенький, такие глазки горят. Я говорю, не дай Боже, я говорю, не так произнесете слово. Я говорю, у нас же потом общение бывает после спектакля. Они могут сказать, а почему вы так сказали? А должно быть так. Поэтому зритель, ну, я вообще никак нельзя. восхищаюсь детьми, это моя больная тема. Я всех детей на свете люблю, обожаю их. Всегда молюсь в молитве, желаю, хочу, чтобы ни один ребенок не остался без родителей, чтобы они были счастливы, чтобы никто не болел. Вот, и поэтому у нас детишки, лучшее сотворение Всевышнего – это дети. Вас и радует, что вот нашли свою работу. Да. Хорошо, вот какие спектакли у вас сейчас ставятся из новых? И чтобы мы могли уже понаблюдать за работой уже молодых актеров тоже. Вот смотрите, вот «Сказки старого Коркута» идет сейчас, вот мы готовимся. То есть мы готовились к ним уже 7 месяцев назад. Мы начинали, пандемия была, мы начинали рабочий процесс. Приезжал режиссер Самарского театра. Вот, она будет ставить, и приглашенный художник у нас, то есть у нее свой художник, она приехала. Сейчас у нас продолжается эта работа «Сказки старого Коркута». И очень жду эту работу «Крысиный бунт», который будет ставить, я так думаю, что Лейла Гериханна. Вот название само просто ничего не говорит, «Крысиный бунт». А вы знаете, насколько эмоциональный текст, насколько вот эти существа защищают друг друга. Это семейный какой-то очаг, какой-то... Ну, очень эмоционально должен быть спектакль. Ну, и Лейла уже год работает над проектом, посвященный Асият Тутаевой. Вы знаете, по Асият Тутаевой информации вообще никакой не было, потому что фотография, выставленная, как Асият Тутаева была, оказывается, ее сестра. Мы долго работаем, с музеем московским созванивались. Поэтому вот эта вот подготовка идет сейчас. Ну вот у вас несколько вот спектаклей, которые театр юного зрителя будет готов показать нашему зрителю. Ну, и мы будем ждать новинки. Спасибо вам, что пришли к нам в гости. Что, я вообще вам желаю снова вот так вот выезжать, набираться опыта. И я вижу, как у вас блестят глаза. И это очень важно, вот этот вот контакт. Поэтому вам творческих успехов и спасибо еще раз. Спасибо. Тоже за приглашение. А я напомню, что это утро вместе с нами встречали актриса и ассистент режиссера Дугурхан Хаутиева, а также молодые актеры Амин Тутаев и Магомед Тангиев. А мы продолжаем наш эфир. Оставайтесь с нами.